Это день прекрасный. Аллах Субхану ва Тааля собрал нас здесь, в доме наших братьев по вере, по случаю рождения сына у нашего брата Хасана. Алхамдулиллах. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ин таудду ни'мат Аллахи ла тухсуха». Если вы начнете считать милости Аллаха, то не сосчитаете их. И одна из величайших милостей, которую Аллах Субхану ва Тааля дает тем из своих рабов, кому пожелает, это дети. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. Однажды пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, молодой человек, вместе с другими людьми из его племени. Мы знаем, приходили делегации к пророку, алейхиссалату вассалам, от племен. Пришла делегация, и пророк, алейхиссалату вассалам, спросил этого человека, молодого, спросил: есть у тебя дети? Он сказал: когда я уезжал к тебе сюда, у посланника Аллаха, тогда у меня родился сын. Но я бы хотел, чтобы лучше у меня вместо этого сына, лучше вместо этого мой народ наелся бы досыта, мое племя. То есть высказал как недовольство рождением ребенка у него. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: ля такуля каза, не говори так. Не говори так, потому что, он сказал, дети это куррату аюн, это услада очей, ва иза кубиду, а если они умирают, то есть Аллах Субхану ва Тааля, если делает так, что они умирают раньше родителей, фафихим аджр, то тогда за это награда. Но если ты говоришь то, что говоришь, то да, поистине дети они мабхаля маджбана. Мабхаля маджбана, то есть то, из-за чего человек начинает скупиться, то, из-за чего начинает проявлять трусость. Хорошо? В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, нам разъяснил, как относиться к детям. Что такое дети? Посмотрите, человек не должен уйти в одну крайность или в другую крайность. Одна из крайностей, когда человек тяготится тем, что у него есть дети, боится, что если рождаются дети, то значит будет он голодать, или обеднеет, или будут проблемы, не хочет детей. Хорошо из-за этого. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: нет, дети это куррату аюн. То есть это услада для очей человека. Действительно так. Если это праведный ребенок, то такое успокоение, как он находит в детях, человек, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, редко в ком найдет. Потому что ребенок, он как частица сердца становится у человека. Хорошо, как плод его сердца. Услада для очей. И сказано: а если они умирают, тогда это награда за них. Аллах Субхану ва Тааля так сделал для верующего человека. В любом случае, если они живы, если у них все хорошо, альхамдулилля, ты радуешься этому, это тебе радость. Но если Аллах Субхану ва Тааля забрал их, если предопределил им смерть, и за это тебе тоже награда. Хорошо? С другой стороны, тебе радость. Потому что, как сказано в одном из достоверных хадисов, когда умирает ребенок у человека, Аллах Субхану ва Тааля говорит ангелам: «Ахабаттум самара фуади абди». Вы упокоили плод сердца моего раба. То есть мой раб, ребенок, как плод его сердца. Вы упокоили его, он умер. И ангелы говорят, когда да, Аллах Субхану ва Тааля говорит: и что он делал? Как себя вел этот раб? И ангелы говорят: сабар ва хамидак. Он терпел и восхвалял тебя, о Аллах. Хорошо? Проявлял сабар, то есть не выражал недовольство, воли Аллаха Субхану ва Тааля. И восхвалял Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля тогда говорит ангелам: «Убну ли абди бейтан фил джанна». Постройте рабу моему дом в раю. «Васаммуху бейт аль-хамд». И назовите этот дом дом восхваления. Бейт аль-хамд. Такая награда человеку. Но с другой стороны, в этом хадисе пророк предостерегает нас от чего? От того, чтобы эти дети не стали причиной, эта семья и дети не стали причиной, отвлекающей тебя от Аллаха Субхану ва Тааля, от твоего Творца. Чтобы этот ребенок не занял в твоем сердце такое место, из-за чего любовь к нему, к этому ребенку начнет соперничать
с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля, или с поклонением Аллаху Субхану ва Тааля, соперничать с поминанием Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы этот ребенок не отвлекал тебя от поминания твоего Господа. Это очень важно, и поэтому говорит пророк алейхиссалату вассалям, они мабхаля маджбана. Мабхаля, то есть заставляет жадничать человека. Человек, у меня есть семья, у меня есть ребенок, я должен ребенку на будущее там уготовить и правнукам, и праправнукам. И не тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля ничего. Проявляет жадность или не выплачивает даже закат, то есть то, что он должен обязательно выплачивать. Сказано маджбана, трусость, то есть когда человек должен сражаться или бороться на пути Аллаха Субхану ва Тааля, заниматься призывом на пути Аллаха Субхану ва Тааля, он говорит, у меня дети, как я буду этим заниматься, и не выполняет эти свои обязанности. Поэтому мабхаля маджбана сказано, то, что заставляет быть скупым, и то, что заставляет быть трусливым. Поэтому в эту крайность нельзя уйти также. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля предупреждает и говорит, иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху аджрун азим. Поистине, имущество ваше и дети ваши – это искушение, испытание от Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? А у Аллаха у него великая награда. Награда у Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля предупреждает и говорит, «Я айюаллазина аману, ла туликум амуалукум ва ла ауладукум ан зикрилля». Вы, которые веровали, пусть ни в коем случае не отвлечет вас имущество ваше или дети ваши от поминания Аллаха. А кто сделает это, то поистине те, которые потерпели самый большой убыток. Отвлеклись от поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Как мы сказали, ребенок дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, на каждом из нас лежит обязанность по отношению к ним. Это не просто так. Дан тебе этот дар, а в этом мире, поверьте, братья, в этом мире нет ничего, что было бы просто так. Аллах Субхану ва Тааля нас испытывает либо хорошим, либо плохим, хорошо, но и то, и другое испытание. И то, и другое испытание. И Аллах знает, какое сложнее для нас испытание. Первое, если испытывать добром это испытание, проявим ли мы благодарность? Если испытывать чем-то плохим, проявим ли мы терпение? Проявим благодарность как? Многие думают, что достаточно сказать «Шкур Аллах». Все, это проявил благодарность. Нет. Благодарность – это то, что человек должен делать тремя вещами. Это сердце, это язык и это его органы, действия. Сердцем как? Сердцем ты должен все время поминать, что это Аллах тебе даровал. Что это не от тебя самого. И благодарить Аллах Субхану ва Тааля за этого ребенка все время или за другую милость какую-то. Языком это значит рассказывать о милости Аллаха Субхану ва Тааля, благодарить его языком, восхвалять. Хорошо? А органами как? Органами это значит выполнять волю Аллаха Субхану ва Тааля, подчиняться ему в том, что он приказывает, в том числе в отношении вот этого подарка, который он дал тебе. Это ребенок. Хорошо? Ты должен, если получил этот дар, у тебя есть обязанность. Как ты должен поступить с этим подарком от Аллаха Субхану ва Тааля, с ребенком? И в отношении детей Аллах накладывает на нас обязанности. Причем эта обязанность как до рождения ребенка, так после рождения ребенка, хорошо? Так и ты думаешь, когда ты умрешь, что будет, и здесь у тебя есть обязанности по отношению к твоему ребенку. Смотрите, до рождения ребенка. Кто-то скажет, ну какая у меня может быть обязанность по отношению к ребенку, если его еще нет? Хорошо. Есть обязанность у тебя. Первая обязанность это ты должен подобрать для своего ребенка подходящую мать. Хорошо? Когда ты ищешь себе жену, не смотри только с точки зрения твоей страсти, похоти. Мне нравится красивая, хорошо, или знатная, или богатая. Не с этой точки зрения смотри. Смотри, что это будет мать твоих детей, бабушка твоих внуков. Это значит, это мать-школа твоего потомства. Твое потомство, то, которое после тебя будет молиться за тебя. И то будут они молиться за тебя или не будут, зависит от того, как их воспитает мать во многом. Ты подбираешь мать, смотри, на что в первую очередь. Аллах и упущение у наших братьев у многих. Женятся они, не смотрят на это, не смотрят вдаль. Или говорят, ничего, потом я ее призову, потом она станет праведной когда-нибудь. Откуда ты знаешь, что станет праведной? Где у тебя есть гарантия, что станет праведной?
Человек должен смотреть на то, что есть сейчас, а не на то, что ожидается когда-то. Потому что это будущее, Аллах только знает его. Поэтому подбирай правильно. Это завет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Харисун алейкум. Аллах, описывая пророка, саллаллаху алейхи, говорит, он стремится, чтобы вам было хорошо. Поэтому то, что он нам дает советы, не надо ими пренебрегать. Поэтому он говорит, да, женятся люди из-за богатства, женятся из-за красоты, женятся еще из-за чего? Из-за знатности. Да, женятся 3 вещей. Да, так бывает. Но и женятся из-за чего? Лидиния. Из-за религии ее. И говорит, что фазфар бизати дин тарибати. Да. Поэтому ты одержи успех, женившись на религиозной женщине. Тарибати, да, когда покроются твои руки пылью. Это дуа от пророка, за такого человека. Конечно, то же самое касается и жены. Жены тоже, женщина, она тоже должна смотреть, за кого выходит замуж, а точнее ее опекуны. У многих из нас здесь есть дочери. У многих из нас есть дочери. Уже сейчас надо думать, за кого ты будешь отдавать ее. Чтобы это был праведный человек. Не ищи, чтобы он был богатый, или из твоего там семейства, или из твоего села, или из твоего города, как многие у нас. Это должен быть из моего села, это должен быть таковский, или у него должно быть то и это, а дом есть у него, а это есть у него. Аллаху Акбар. Сколько слышишь случаев, когда братья с длинными бородами, совершающие намаз много лет, отказывают хорошим, праведным людям, только потому, что его дом не в Симферополе, а в Джанкое, например. Хорошо? Или потому, что он не доктор, не врач, а потому что он, предположим, занимается сельским хозяйством или еще чем-то. Хорошо? Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит, если приходит к вам человек, нравственностью, которой вы довольны, и религиозностью, которой вы довольны, то отдавайте за него замуж своих дочерей, подопечных. То есть, иначе будет порча на земле. Хорошо? Будет искушение и великая порча. Фасаду нарид, говорит пророк. Великая порча начнется. Отдавай, пусть множатся мусульмане. Лучшее, что ты можешь сделать для своей дочери. Посмотрите, что рассказывается в истории Сур Касас. Когда Муса, алейхиссалам, пришел из Египта, убежал оттуда, спасаясь от фараона, преследований, которые хотели его убить, он пришел в Мадьян. В Мадьяне он никого не знал, и никто не знал его. У него ничего не было с собой, абсолютно. Просто человек пришел, ему нечего есть даже. Он отошел под дерево, лег и вззвонился к Аллаху Субхану Тааля. Я нуждаюсь в той милости, которую ты мне дашь, о Аллах. Пришли девушки, одна пришла и повела его к отцу своему. Хорошо. И отец этот, недолго думая, сказал Мусе, что я хочу отдать за тебя замуж одну из своих дочерей. Потому что он видел, что это человек муваххид, единобожник, верующий, праведный, надежный. Хорошо. И поэтому отдал свою дочь. Это нам пример. Итак, первая наша обязанность это что? Подобрать праведную мать твоему сыну. Вторая обязанность это когда ты вступаешь в интимную близость. Аллах Субхану ва Тааля может наделить тебя ребенком в результате этой близости. Хорошо? Супругой. Поэтому не забудь сказать бисмилля. И не забудь сказать зикр, которому научил пророк алейхиссалату вассалям. Аллахумма джаннибна шейтану, джанниб шейтан ма разактана. Аллах, отдали от нас шейтана, и отдали шейтана от того, чем ты нас наделишь. То есть, если ребенок родится, чтобы не причинил зло. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, если человек скажет это перед вступлением в интимную близость, и Аллах даст ребенка в результате этой связи, то ему никогда не сможет повредить шейтан. Алхамдулилля. Не забывать это. Это что касается обязанностей до рождения ребенка. Хорошо? Есть обязанности после рождения ребенка. Еще одна обязанность до рождения ребенка, которая, в общем-то, она должна быть на протяжении всей жизни. Это делать дуа. Это Аллаха просить, чтобы твое потомство было праведное. Чтобы твое потомство было правильно. Посмотрите, Ибрахим, алейхиссалам, когда он сделал хиджру и уехал от неверного народа своего. Рабби габри минас салихин. О Господь мой, подари мне из праведного потомства. Даруй мне праведное потомство. И Аллах Субхану ва Тааля, описывая Ибаду Рахман, милостивых, рабов всемилостивого Аллаха, что говорит? «Валлазина якулуна, раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина куррата аюн». Но Господь наш,
дай нам, сделай жен наших и потомство нашего усладу очей. Ты уже должен просить Аллаха, чтобы твой ребенок был праведный ребенок, чтобы это был боящийся Аллаха ребенок. Проси все время об этом, потому что сердца рабов не в твоих руках. Сердца рабов, в том числе твоего сына или дочери, в руках Аллаха Субхану ва Тааля. И всегда мы говорим, Нух, алейхиссалям, наверное, плохо не воспитывал своего ребенка, своего сына. Но сын оказался кафиром, оказался неверным. Аллахи, как мы сказали, сердца рабов в руках Аллаха Субхану ва Тааля. После рождения ребенка твоя обязанность перед этим ребенком дать ему хорошее имя. Подобрать хорошее имя. Пусть это будет имена пророков. Хорошо. Как наш брат назвал, альхамдулилля, назвал Сулейман. Хорошо. Кого-то другого из пророков имя дать. Или дать имена, как Абдулла, Абдуррахман. Хорошо. Подобного рода хорошие имена, причем имена такие, чтобы они не были очень сложные имена, чтобы ребенок не мучился потом, чтобы это не было какое-то такое странное имя, из-за чего потом ребенок будет тоже испытывать мучения какие-то. И уж, конечно, ни в коем случае, чтобы это не было имя неверных, уподобляться неверным, и называть именами неверных, или подражать Западу, и называть какими-то странными именами, хорошо. Это, конечно, преступление. Как сказано, кто уподобляется какому-то народу, тот из них. После рождения ребенка какая большая обязанность? Многие думают, что его обязанность по отношению к ребенку это только обеспечить ему его биологическое существование. То есть накормить, напоить, одеть. Да, это безусловно твоя обязанность перед Аллахом Субхану ва Тааля. Это важно. Но еще важнее, чтобы ты позаботился о том, какая будет акида, убеждение у твоего ребенка. Кем он завтра будет? Единобожником, поклоняющимся Аллаху Субхану ва Тааля смиренно? Или он будет неверным, кафиром, многобожником, нечестивцем, ослушавшимся Аллаху Субхану ва Тааля? Заботься об этом. Пророк, алейхиссалату вассалям, о чем он заботился? Об этом. Смотрите, Хасан передает от него хадис. Он говорит, я запомнил от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть от своего дедушки. Потому что Хасан внук пророка, алейхиссалату вассалям. Такое дуа. Хорошо. И рассказывает дуа. Например, дуа, который мы читаем при кунуте. Да? Или еще какой-то хадис. Я запомнил, оставь то, что вызывает у тебя сомнения. Возьми то, что не вызывает у тебя сомнения. Так учил пророк, алейхиссалату вассалям, этому своих детей. Посмотрите, в Фатиме идет пророк, алейхиссалату вассалям, она лежит, болеет. Сил у нее нет, устала она. Пророк, алейхиссалату вассалям, что говорит ей? А если ты скажешь утром такие-то слова и вечером такие-то слова, то будет тебе так. Если ты будешь такой зикр произносить, то это лучше для тебя, чем слуга. Ночью идет, будет ее и Али, и говорит, вставайте, сделайте ночной намаз. Первое, о чем должны мы заботиться, чтобы обезопасить ребенка от ширка. Кто из нас, скажите честно, кто из нас берет ребенка и начинает говорить ему, сынок, не предавай Аллаху сотоварищей, не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Ни в коем случае не взывай никому, кроме Аллаха. Как пророк, алейхиссалату вассалям, «Иза сальта фас'алилля». Если просишь, говорит Ибн Аббасу маленькому, то проси Аллаха. Ищешь прощения, проси у Аллаха. Ищешь помощи, проси у Аллаха. Учит его. Если ты знаешь, что... И говорит, если все люди соберутся, люди и джинны, чтобы причинить тебе зло, смогут настолько причинить, насколько Аллах предопределил тебе это. Или наоборот, чтобы соберутся, чтобы сделать тебе добро, настолько смогут сделать это, насколько Аллах предопределил. Смотрите, учат чему? В Коране история про Лукмана. Лукман, мудрый человек. Аллах Субхану ва Тааля приводит эту историю. Что это история Лукмана? Это заветы, которые Лукман дает своему сыну. А? Что говорит Лукман? Первое. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. И сказал Лукман, мудрый Лукман, увещевая своего сына, «О, сынок, ла тушрик билля, не делай ширк, не предай Аллаху сотоварищей, никому не поклонись, кроме Аллаха, никому не взывай, кроме Аллаха, курбан ни для кого, кроме Аллаха, упование ни для кого, кроме Аллаха, страх, надежда, все только к Аллаху Субхану ва Тааля. За помощью обращайся к Аллаху Субхану ва Тааля, ни к мертвым, ни к могилам, ни к святым, ни к гробницам, ни к звездам, никому.
Ни к пророкам, ни к ангелам, только к Аллаху. Ля тушрик билля. Первый его завет, посмотрите. Инна ширка ля зульмун азим. Поистине ширк это великое зло, великая несправедливость. Почему? Это страшнее, чем ты убьешь человека. Ты Аллаха, который создал тебя, ты предал ему ровню, поклонившись кому-то, кроме него. Поэтому сказано в Сахих Бухари, кто умрет, взывая кому-то наряду с Аллахом, делая Аллаху ровню, дахалян нар, войдет в адский огонь. Этому учи своего ребенка в первую очередь. Посмотрите, что просит Ибрагим за свое потомство. Что просит? «Ваджнубни вабания нарбуда расна». О Господь наш, отдали меня и потомство мое от того, что поклонялись они идолам. Вот о чем беспокоиться. Якуб, алейхиссалам. Из хадара Якуб аль-маут. Сказано в аяте Сура Аль-Бахара. Ам кунтум шухада из хадара Якуб аль-маут. Или вы были свидетелями, когда к Якубу, то есть Исраилю, алейхиссалам, пришла смерть. Из карали бани ма та'будуна мин ба'ди. Он сказал своим сыновьям, посмотрите, о чем переживает он, что будет с его детьми после смерти, где они будут жить, чего будут кушать, чего будут одевать, об этом переживает. Что говорит он? Ма та'будуна мин ба'ди. Чему поклоняться будете после меня? Я уже ухожу. Каждый спроси у своего сына, я уйду, сынок, может быть, завтра уйду уже. Ты кому будешь поклоняться и служить всю жизнь твою? Кому? Сыновья ответили, и успокоился Исраиль, Якуб алейхиссалам. Калу на'буду иляха ва иляха абаик. Мы будем поклоняться Богу твоему и Богу отцов твоих. Будем поклоняться Аллаху единому, смотрите. Это первое, что должно быть. Научи его религии, учи его Корану, учи его сунне, учи его, как должен вести себя человек. Лухман говорит дальше, я буне ахимис сала, о сынок, выстаивай намаз. Учи ребенка намазу, веди его в мечеть. Хорошо. Объясняй ему, как он должен себя вести в мечети. Объясняй важность намаза. Чему учат отцы сейчас? В основном, либо заботятся о, как мы сказали, биологических нуждах, либо будут учить борьбе, дзюдо, я не знаю чему, бегу. Это все хорошо, никто не говорит, что это нельзя. Но это вещи, которые не спасут в вечном мире, не сделают счастливым твоего ребенка. Если он не будет знать дзюдо, это не так страшно. Но если он не будет знать таухид, и не будет знать намаз и поклонение Аллаху Субхану Тааля, вот что страшно. Вот на тебя ответственность какая. Учи его правильным нормам поведения, ахляку, нравственности. Вот что самое тяжелое в судный день на весах, это что? Это хороший нрав. Что? Говори ему, как говорит Лухман в этой истории. «Валя тусайр хаддака линнас». Не криви свою щеку перед людьми, то есть не будь высокомерный. «Валя тамши фил арды мараха». Не ходи по земле горделиво. Хорошо? Или как Аллах Субхану Тааля дает заветы в суре Исра, ты все равно не пронзишь землю своими ногами, если будешь ходить по земле горделиво. И гор своей высотой не достигнешь. Аллах не любит всякого, сказано в суре Лукман, всякого хвастливого, гордеца. Учи этому ребенку, этому ребенка своего. Вахсифи машик, вахдут мин соутик, соразмеряй свою походку, то есть ходи смиренно по земле. Хорошо? Не ходи горделиво. И опускай свой голос, потому что самый худший из голосов, неприятный голос осла. Посмотрите, чему учат. Поэтому, братья, еще раз хочу напомнить себе, потом всем вам, что эти дети испытания от Аллаха Субхану Тааля. Потому что сказано, ребенок каждый рождается в свойственном ему от рождения таухиде, исламе. Но родители потом его, говорит пророк алейхиссалату вассалям, юхаввидани, ау юнассирани, ау юмаджисани. Или делают его иудеем, или делают его христианином, или делают его огнепоклонником. От нас зависит многое. Что будет с твоим ребенком? Хорошо? Это вкратце, что хотелось сказать. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он сделал потомство наше, поклоняющимися Аллаху Субхану Тааля, не предающему сотоварищей, чтобы они были те, которые будут молиться за нас после смерти,
и просить для нас прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. И потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что ангелы просят Аллаха и говорят: «Вадхильхум джаннати аднин илляти ваадтахум». И Аллах, веди их, то есть верующих, в сады Адна, которые ты для них обещал. «Ваман салаха мин абаихим ва азваджихим ва зурриятихим». И тех вместе с ними, хорошо, из их отцов, и из их жен, и из их детей, которые будут праведны. То есть твоя праведность, если ты будешь праведный, угодный Аллаху раб, поможет твоему сыну, если он будет единобожником, или дочери войти в рай. И наоборот, его праведность, хорошо, его праведность, его единобожие поможет, если ты был единобожником, тебе войти в рай. Как сказано здесь, ангелы говорят: и введи в сады Адна их, которые ты обещал, и их отцов, их жен и детей, которые были праведны. Просим Аллаха Субхану ва Тааля обители его благодати, рая, чтобы он просил наши грехи, избавил нас от ада. Ва саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля али ва сахби аджмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин ва джазакумуллаху хайран.